Это видео на конкурс от канала Купи ребенку.ру или ТВ. Ну, я точно не знаю, не вдавалась в подробности. Последний конкурс там было сделать своего питомца. Так много персонажей, кого же из них выбрать? Растряшек или Ever After High? Я выбрала Ever After High, и вы даже не представляете, кого я выбрала. Я выбрала Мэдалин, да! И я решила вот такого вот питомца. Смотрите, если вам не видно. Он такой вот фиолетового цвета. Все мои друзья говорят, что он похож на перчатку. И он действительно похож на перчатку. И вы сейчас сидите и смотрите на моего питомца и думаете, фу, что это за ужасное, неаккуратно сделанное существо, похожее на перчатку. Но это жираф котопес, да. Конечно, котопес есть, и я решила добавить жирафа. Вот такой жираф. Теперь я расскажу подробнее о своем питомце. Кстати, да, швы выполнены специально так, потому что мне показалось, что так будет гораздо красивее, чем выворачивать игрушку. Кому надо выворачивать игрушки? Каким-нибудь там аккуратненьким. Вот. Итак, давайте посмотрим на мою игрушку. Это жираф. Он такой радостный, радуется солнышку, то, что сегодня новый день, такой прекрасный, радостный, птички поют. Ну, короче, настоящий оптимист. Это кот. Он вам покажется злым, но это не так. На самом деле он хочет спать. Он, как все коты, лежит в укромном уголочке и спит. Но у него это не получается, потому что он присоединен к двум другим головам. Это собака. Она сумасшедшая. И, как видите, у нее даже разные глаза. Если потрясти, если вы видите, они трясутся. Да. Ну, рот у меня получился не очень, но вполне такая красивая игрушка. А сейчас будет то, что вы вообще не ожидаете. Сейчас я вам покажу. Хопа! Это альтер-эго моих животных. Да. У каждого человека должно быть свое альтер-эго. И я решила, то, что у моих животных тоже будет альтер-эго. И эти животные будут обозначать голоса, которые слышат Мэдди. И теперь все они собрались в одно единственное существо и говорят с Мэдди. Вот это жираф. Он здесь не такой веселый, он здесь даже грустный. Как жаль жирафа, да, погрустнел. Это кошка. Она здесь уже не сонная, она здесь радуется жизни. Все прекрасно. И она стала, вместо жирафа, заменила жираф, так сказать. Это собака. Он здесь злой. Вам, наверное, не видно, что это злой, потому что я просто-напросто не умею шить. Да. Я вот старалась, как старалась, и поэтому швы у меня такие вот красивенькие получились. Собачка здесь злая, но это ничего страшного. И вообще я шила его из таких вот разных тканей в стиле Мэдди. Одна фиолетовая сторона, другая голубая. И у меня получился вполне такой симпатичный питомец, обмотанный розовыми нитками. На самом деле я его не всего набивала синтепоном. Я не набила уши. Видите, они висят, и лапы. Потому что они получились слишком худые. Но оказывается, художник из меня тоже не ахти. Когда я нарисовала и начала шить, оказалось, что это не так уж и просто. А теперь перейдем к анкете. Та-дам! Моя анкета. Вот как мне потом зовут. Первый пункт – это имя. У каждого животного должно быть имя. И я подобрала ему такое имя, как мне кажется, что больше никакое имя просто не подойдет. И это имя Бальтазавр. Или Бальт. Я люблю называть его Бальт. А что? Бальтазавр, Бальтазавр. Будем называть его просто Бальт. Возраст.